Стендап умирает. Я бы сел бы, забухал бы и умер. Если я буду это игнорировать, это исчезнет. Он сейчас собрался написать Дудю. Что это говно, и это говно. Решил делать стендап. Мир не достоин такого творца, как ты. Стендапер с деменцией, это тоже дико интересная Ну да, история. политика, Да, я не- ничего про это не хочу знать. И потом имеем то, что имеем. Я уже слишком хорош, чтобы выступать за бесплатно. Талантливых дохера, трудоспособных мало. Знаете, у белорусов появляются все новые и новые профессии. Например, профессия комика. Это, конечно, шутка. Комики в Беларуси были давно. И, к счастью, место, в котором они рождались, это место, к которому я имею непосредственное отношение. Я учился в нархозе. И если брать ведущих белорусских комиков, которые стали звездами на постсоветском пространстве, они почти все выходцы оттуда. Но сегодня я хочу поговорить с другим человеком, с человеком, который ворвался в белорусское комедийное пространство не так давно. Он для меня такое олицетворение современного человека, который одновременно может заниматься практически профессионально хоккеем и комедией. И он, конечно же, тоже, как и большинство белорусских комиков, в Варшаве является резидентом клуба «Локал». О клубе «Локал» мы поговорим отдельно. Я хотел бы сделать этому клубу рекламу, поскольку я считаю, что это одно из ключевых мест, где белорусы могут собираться, причем собираться для того, чтобы посмеяться. И сегодня у меня в гостях Максим Коновал. Из-за того, что Максим всеяден, я решил сегодня приготовить то, что хотел бы съесть сам. Например, творожную запеканку. Я соскучился по творогу, потому что как-то последнее время стараюсь следить за своими кондициями, и поэтому ем маложирной и насыщенной калориями пищи. Но творожная запеканка для меня это святое. С тех пор, как я покупал творог на Комаровском рынке Минска, приносил домой и делал из него запеканку. Я выкладываю сюда творог, выкладываю сметану. Это очень простой рецепт. Это рецепт, с которым не надо долго мучиться. Это утренняя история. Сюда же кладу кукурузный крахмал. Немного, пару ложек. Бросаю 3 желтка. Теперь я это слегка размешиваю. И дальше я перебью это блендером. Если у вас есть ощущение, что масса слишком густая, вы можете добавить сюда чуть-чуть больше сметаны. Она не повредит. И учитывайте, что мы делаем завтрак не повседневный. Мы делаем завтрак для субботнего или воскресного утра, когда к нему могут подключиться ваши дети. А может быть, вы просто делаете этот завтрак для своих детей. Если они любят изюм, вы можете добавить сюда изюм. Если они не любят изюм, мы потом все равно украсим это ягодами. Теперь мы взбиваем белки и добавляем туда сахар. Я смешал 2 субстанции, чуть-чуть не доведя белок до уровня пиков таких жестких. И теперь мы чуть-чуть прорабатываем уже вместе. Теперь я беру емкость, которая смазана маслом. Можно ее устелить бумагой, как вы этого пожелаете, и как вы привыкли больше. И выливаю сюда нашу творожную массу. Теперь нам остается только
Вот таким образом разровнять ее. И добавить сюда ягоды. Чем больше, тем полезнее. И нам осталось всего-то поставить ее в духовку. Ставим ее на 30-40 минут. А когда она будет готова, здесь появится наш гость. Привет, Коля. Рад видеть. Я зрителям открою секрет один. Ты имел уже отношение к этой программе? Имел, получается. Имел весь первый период. Ты как бы, собственно говоря, как сказать, режиссировал, ассистировал, чем-то там занимался. Ну да, и приходил в гости как Дед Мороз. Да, и приходил в гости как Дед Мороз, что было сюрпризом для всех. И сейчас ты гость. И гость, которого я на самом деле долго ждал. У нас уже было несколько комиков здесь со своими тональностями и со своими историями. А я с тобой хочу поговорить о больших историях и о глобальных историях. Нет, не про хоккей. Хотя про хоккей тоже. Макс играет в хоккей. И играет в хоккей пока в любительской лиге, но они уже заняли в ней первое место. И это отдельная тема на самом деле. Потому что я тебе скажу, меня это впечатляет. Потому что одно дело, когда играют в шашки или в городки, а другое дело, когда играют в хоккей, пусть даже на полупрофессиональном уровне, но это впечатляет, потому что это такая, знаешь, как бы история непростая. Непростой вид спорта. Ну да, но сейчас все зрители шашисты тебе напишут в комментариях. Мы тоже вообще-то не просто у нас все. Первое, что хочу признаться, я признаю успех Локола. Как истории, когда комики белорусские смогли объединиться, смогли создать точку, в которой происходит все время что-то. Да. В том числе там происходит твое шоу, которое вы ведете с Сашей Калинкиным. Шоу «Свидание вслепую». Я посмотрел, по-моему, 3. Ага. Единственное, что мне не понравилось, что они все время уходят на свидание. Они могут отказаться когда-нибудь или нет? Бывали. Было. Для меня, когда мы готовили эту программу, и когда я обсуждал это с нашими продюсерами и так далее, я говорил о том, что стендап, он, громко, если сказать, умирает. Угу. Если не громко, то он переживает серьезную трансформацию. Сейчас там условно Эдди Мерфи или Джим Керри — это уже актеры, Луис Си-Кей — это уже режиссер, продюсер, актер и так далее. Они расходятся, да. А белорусские стендаперы как будто пытаются прожить вот тот период, старый. Что это? Вам нужно его прожить или вы просто не можете пройти дальше? Я думаю, что это то, что надо прожить, потому что, видишь, стендап в Америке, он появился давно, и, соответственно, они тоже там набирались какого-то опыта, были истории, где там аресты комиков, конечно, потому что они что-то новое. Карлин, когда вышел со своим монологом «7 запретных слов», и тоже пробивал все эти барьеры. Это мой кумир абсолютно. Карлин, да, он, конечно, кумир многих поколений. И поэтому они вот постепенно развивались, набирались опыта и, собственно, вырастали комики, знаешь, как... получается, как были там комики первой волны, которые там удобряли почву условно, потом на этой почве росли все новые и новые какие-то появлялись звезды. Но и в Америке потом жанр пережил определенный кризис. Конечно, вот, собственно, после Эдди Мерфи и так далее, потому что тоже как будто народ насытился немного этим. И жанру тоже надо было как-то переизобретать себя, поэтому там в том числе многие комики пошли вечерние шоу вести, в актеры. Там помимо Эдди Мерфи, Джима Керри, там же еще был, например, Робин Уильямс, который тоже начинал вообще-то со стендапа. Вот. Кто-то там, в режиссуру, кто-то пошел в сценаристы, не знаю, каких-то СНЛ, юмористических шоу. Нельзя было пропустить эту фазу и попытаться готовиться сразу к следующей?
Я думаю, нет. Я думаю, что так не работает. Я думаю, что всегда все должно быть такое цикличное, где есть какие-то взлеты и падения, и нельзя, знаешь, выйти на такое плато и на нем держаться. Все равно как-то надо интерес публики, чтобы поддерживать, меняться, а каким-то комикам старого формата это иногда не просто делать, и поэтому надо, чтобы появились именно какие-то молодые лица, молодые Я имена. объясню, о чем я думаю. Ага. Я драматург и режиссер, да, и я себя всегда ставил драматургом выше, чем режиссер. То есть мне казалось, что это прямо моя суть, да. И когда я написал, например, пьесу «Поколение джинс» и стал ее играть, а это по сути стендап, да, потому что я играл такой, я и диджей, мы вдвоем, и это спектакль. Этот спектакль существовал 16 лет и был сыгран на 5 континентах. И если брать его рентабельность, даже чисто финансово, то можешь себе представить, когда ты потратил пару тысяч долларов, а 16 лет ты получал гонорар. Это одна история. Это сквозная история там, жизни или куска жизни, да, то есть у которой есть своя арка, своя линейная история, свои флешбеки и так далее. И я понимаю, что нынешние белорусские стендаперы, если бы они освоили не концепцию создания стендапа с шортами, да, короткими, а с длинными арками и так далее, то они могли бы шагнуть вот куда я шагнул тогда, а они могли бы шагнуть сейчас. Реально. И расцветить свою историю гораздо шире. То есть вот у тебя этого нет ощущения? Да, я с тобой согласен в плане того, что если бы так произошло, это точно помогло. Но видишь, сейчас же у всех нас тикток-мышление. И у зрителей, у большинства, и у комиков в том числе. Ну, то есть я такой же. Я не могу, знаешь, сейчас мне очень сложно сосредоточиться на какой-то большой форме. Выдержать какую-то длинную арку повествования. Гораздо проще, да, писать какие-то короткие шутки. Вот если сейчас посмотреть на тех комиков, которые выступают в том же локале на открытых микрофонов, то есть, в принципе, какие-то свежие лица, фреш имена. Абсолютно, да. И очень качественно. Да, но они все равно вот какими-то короткими шутками, ванлайнерами где-то. И вот про то, что ты говоришь, чтобы выдержать какую-то там с драматургическими поворотами, какую-то форму такую объемную. Во-первых, и самим комикам сложно такое создать, и самим зрителям сложно это воспринимать. Но ведь этому учатся. То смотри, то есть мне пришлось учиться писать в разных стилях, в разных направлениях. Теперь критики говорят, как он вообще пишет и трагедию, и комедию, а я вас воспринял когда-то. Есть такой выдающийся драматург Марк Равенхилл, это такой прижизненный гений, который признанный легенда. И однажды Наташа ему звонит, и Марк, надо поговорить, а он говорит: Наташ, давай я тебе перезвоню, я сейчас на занятиях. Она говорит, в смысле, занятия ведешь? Он у студентов вел занятия. Он говорит, нет, я учусь на комедийном курсе. То есть, это легенда, да? И он идет учиться, потому что этого не хватает для того, чтобы расширить свой спектр. И вот у меня ощущение, что белорусские комики, у которых, я могу сказать, навскидку, не буду называть, но навскидку могу назвать 5-6 человек, из которых получились бы очень крутые драматурги. Очень крутые драматурги. Но они почему-то не хотят этому учиться. Может быть, это вот эта текучка, которая тебя тащит, да. Или вот объясни мне, что это, почему так? Я думаю, что это да, что это то у тебя уже получается что-то, ты пользуешься спросом, твое творчество именно в этом жанре, в этом направлении, да, можешь зарабатывать, ты в какой-то определенной зоне комфорта, а там перейти во что-то другое, пробовать что-то другое, это, согласись, какие-то вызовы, непонятно, сработает это, не сработает, сколько времени это займет. И поэтому, конечно, я думаю, что вот есть вот эта сила инерции, когда ты уже нашел
где-то в себя, и вот в этом продолжаешь идти. Ну, может быть, это неуверенность из-за того, что никто им не объяснил, что они крутые, что они из них может это получить. Это тоже 100% комплекс самозванца, точнее, не самозванца, а наоборот. Ну, да. Наоборот, что все мы считаем, что там недостойны чего-то. У многих комиков есть такое. Несмотря на то, что какой бы он уверенный на сцене не был, очень часто комики на сцене именно раскрепощенные, такие уверенные, где-то даже, может, знаешь, почему, собственно, не знаю, там, условно, пример Нурлана Сабурова, который был, когда ворвался в стендап на ТНТ, он же был таким явлением, да, и типа абсолютно. такой, ты. Да. А это все была маска, потому что он капец как боялся сцены. Конечно. И был очень сильно волновался и так далее. И вот за этой маской, за этим костюмом деловым он скрывал. Да, свое. понимаю. Поэтому и у комиков много вот такого у нас, белорусов, что вот ты говоришь, что, 5-6 имен, которые бы получилось. Я уверен, никто из них так не думает. Они такие, хорошо, у меня хоть что-то в стендапе. Я мало смотрю, особенно сейчас, русских комиков, но у меня там есть человек, который для меня является, такой квинтэссенцией, комиков, которые, мне кажется, достаточно и глубоки, и умны. Это Тимур Каргинов. Вот мне кажется, что там есть глубина, и именно поэтому он почти не существует как комик, а он уже существует как продюсер. Наверное, это уже человек выходит расширяет свою вот эту палитру. Думаю, да. Думаю, Тимур, кстати, хороший пример того, что, возможно, ему было даже где-то тесно в жанре стендапа, и что он хотел что-то... Я знаю, что он же там пробовал и фильмы какие-то. Да, он продюсирует, причем успешно. Да. И поэтому, но я не знаю, как сам Тимур к этому относится. Может, он, наоборот, скучает, что вот он так отошел где-то от стендапа. То, что я слышал, он говорит, что он не скучает. Что он как бы вот сейчас возвращался на фрагменты, и что это не так просто для него, и что это потому что большая форма она увлекает. Давай мы начнем есть, и тогда продолжим. Давай. Что, мы просто сейчас едим? Да, вообще, всю оставшуюся программу. Давай я тебе расскажу небольшую историю. Значит, я этим летом впервые попал в детский лагерь как вожатый. Офигительный опыт. Просто. Я это сделал очень давно. Да. И, собственно, там я вот тоже окунулся, знаешь, в эту еду детства. Запеканки, манная каша. С белорусскими детьми? Белорусы-украинцы, да. Это русскоязычный был лагерь. И вот просто мы там тоже... Там у нас была женщина-повар, украинка тоже. И она вот нам готовила на завтраке запеканку, манку, овсянку. Знаешь, вот все вот, что там из детского сада, что-то такое, вайб. И как у тебя было ощущение от этого? Я очень кайфанул, потому что, видишь, у меня пока своих детей нет, и пообщаться, то есть там дети были от 8 до 13 лет, но в основном это были 10-11. И, в принципе, еще такой возраст, знаешь, не подростки, то есть... И не тинейджеры сумасшедшие, и не дети уже, да. Да. И... Есть о чем поговорить. Есть о чем, да. На самом деле я поразился, что у меня какое-то, может, было чуть предвзятое мнение об этом поколении альфа, что вот они условно только... гаджеты эти. Во-первых, их гаджетов лишали, то есть после завтрака у них забирали и отдавали только после ужина, там, позвонить родителям. А во-вторых, интересные реально люди. Там один был насекомыми увлекаться, прям про муравьев мне там какую-то лекцию выкатил. Смотри, я все-таки коснусь фамилий белорусских комиков. Например, того же твоего партнера Сашу Калинкина. Мне кажется, что Сашина история, вообще вот его история со здоровьем, с его преодолениями, с его личной жизнью, с его карьерой комика, и все вместе, это реально большая крутая арка. Это реально большая история. Потому что такие преодоления, они просятся на сцену или они просятся на экран. Потому что это пример для нас. Да? И то, как человек этому или противостоит, или как он это рефлексирует. Это же, то есть ему сам Бог велел научиться писать большую историю и написать свою историю.
Ну, я согласен. Саша пытается это делать через стендап. Вот он выпустил сольник «Lamborghini Diablo». То есть там же он, в принципе, свою историю болезни как-то раскрывает, там какие-то тоже свои переживания, рефлексии в том числе. Но у Саши, конечно, есть недостаток уверенности в собственных силах, что я постоянно ему говорю, что, Саш, да ты максимально талантливый, Абсолютно. очень классный, Абсолютно. очень смешной. И там, например, когда он выпускал свой сольник, он говорил, вот бы он хоть 5000 набрал. В итоге сейчас уже, наверное, 1070 просмотров. И я ему... Это то, что я ему толдычу всегда, что да... Ты классно, у тебя есть этот бэкграунд, ты его очень классно освещаешь, как-то раскрываешь. И поэтому, может быть, в том числе эта передача, если он ее посмотрит, как-то его тоже натолкнет. И также и там тот же там Михась Ильин, то есть у него с его вот этой полифонией белорусско-польской, это тоже история, и это тоже, то есть, условно говоря, тут сам Бог велел сделать спектакль о эмигранте, да, который приехал и который пытается интегрироваться в обе культуры. И это сразу же история, потому что у этой истории уже изначально есть аудитория. Ну да. У Саши есть аудитория, потому что это преодоление, которое мы... Ты все время думаешь, как я бы на это, что я бы сделал, да? А может, я бы сел бы, забухал бы и умер, да? Не исключено, да. Да, а у Ильина это... Как ты приехал, и как ты пытаешься и тут, и тут, и тут, и везде вроде срабатывает, везде вроде бы работает, да? Это значит, что вот эта белорусская адаптация, она требует же рефлексии. Да, определенно. То есть и то, что, например, Миша выступает сейчас на польском, у него очень, я знаю, сейчас бывает широкое взаимодействие там с комиками-поляками. Да. И да, и то, что он выпустил свой стендап-концерт на белорусском языке, то есть он как бы такой мультиинструменталист, и это очень непросто. И есть там пример моего друга Димы Савьяна, который вот ворвался в музыкальную индустрию, как пан Савьян, и тоже с поляками. Да, там. да, блестящая работа. Тоже блестящая работа, понимаешь? И вот эти вот успехи, у меня ощущение, что их чуть-чуть, как это сказать, всегда не хватает докрутить. То есть докрутить до уровня больших историй, потому что, мир сторителлинга, так получилось. Мы живем в эпоху сторителлинга, да? Я устал повторять эту цитату, такой Ральф Йенсен, есть датчанин, который написал книгу «Общество мечты», и он, вот здесь вы его видите, обложку, и он говорил о том, что в ближайшие десятилетия миром будут управлять люди, которые умеют рассказывать истории. Белорусы, в случае, если они не будут рассказывать истории, они исчезнут. Да, 100%. Нам надо рассказывать о себе, про себя и показывать... Вот представь себе, вот этот... уехали очень талантливые, очень содержательные люди. Да? И если они замолчат и просто адаптируются к тем странам, где они живут, то белорусской истории может почти не быть. Она останется внутри, в метрополии, где запрещают ее рассказывать. И вот у меня ощущение, что тут есть еще и миссия и есть еще большое количество талантливых людей, которые могут сейчас это поле белорусского сторителлинга расширить до больших пределов. Ну, видишь, мне кажется, что здесь здорово, что, по крайней мере, люди рассказывают эти истории в той форме, в которой они привыкли это делать. Понятно, что... Круто было бы, если бы и другие формы были, выбирались, но хотя бы так, знаешь, хотя бы там в качестве стендап-концертов, не знаю, в стендап-выступлений. Даже, на самом деле, вот это шоу «Свидание», которое мы делаем, оно же тоже где-то про какую-то белорусскость и так далее, потому что мы про создание там в том числе какого-то нетворкинга в эмиграции. Да, и там мне здорово нравится, что там еще украинская компонента есть. Да, и там очень часто у нас именно, замиксованные пары, там украинка-белорус или белорусско-украинец. И это тоже форма, ну, то есть понятно, что она может где-то не такая прямая, как, не знаю, спектакль или книга, как у Саши Филипенко, да, там книга «Последний слон», и именно про вот какие-то такие моменты. Но это тоже, знаешь, около того. По касательным мы точно задеваем. Да, тут я тоже не могу не назвать, например, одного из комиков, который преодолел алкоголизм.
Да, да. Это тоже история, и это огромная история, понимаешь? Слушай, да, и я тебе даже скажу по секрету инсайт передачи, что он был здесь, что он сейчас собрался написать Дудю, потому что хочет рассказать эту историю. Я не знаю, может, из этого ничего не выйдет, но ему точно есть что рассказать, и он уже тоже созрел к этому. Мы вот буквально на днях с ним встречались, и он говорит, что я понял, что вот моя история, я ее в каком-то виде хочу рассказать. Если это не получится сделать там в формате какого-то интервью, я думаю, что это выльется все равно, там, не знаю, может, он напишет. Я почему, собственно говоря, начал с тобой вот этот разговор про большие форматы. Потому что я живу сейчас в стране, в которой эти форматы достигли определенного пика. Значит, выходит, например, такой сериал, который называется «Флибэг». Это как бы блошиный рынок, да? Нет, как он? Дрянь. Дрянь. И играет там девушка, которая играет свою историю. Да. До этого она занималась стендапом. Да. Она известный британский стендапер, потом она стала актрисой. После этого она написала свою историю, сыграла сама себя. И вот мы идем недавно с Наташей около магазина, одного из самых больших в городе книжных магазинов. И оттуда такая очередь вокруг магазина вот такая вот. И я такой, что там происходит? Она говорит, да пошли глянем. Заглядываем, а там уже афиша. Ее автограф-сессия. То есть это девушка, которую никто не знал. Это девушка, которая просто рассказала свою историю. Она рассказала ее в формате сначала стендапа, потом как актриса, которая сыграла спектакль про себя, а потом как актриса сериала и автор сериала. И это сразу взрывает ситуацию. То есть это очень здорово. Мне кажется, что вот это та линия, которую нам сейчас хотелось, стоило бы как бы попытаться освоить. Блин, это очень крутой пример, я согласен, но видишь, чего-то нам пока не достает, чтобы создать такую историю. Ну и на самом деле это же тоже уникальная история, таких не очень много, согласись. Да, конечно, но после этого возникло уже как минимум 5 таких историй, которые опять сняли, что называется, кассу. То есть они опять бы стали очень популярными, потому что это оказались истории людей, которые разные. Не только как она, да, но и разные. То есть, причем многие можно назвать это просто жизнь, да. Но это просто жизнь, она становится большой метафорой, потому что на ее хотят узнать. Знаешь, что есть у вас и нету у нас? Это то, что вы проверяете материал. Да, мы, как правило, не проверяем, мы прописываем, мы там снобистски уверены, что все готово, пьеса получается, и ты ее отдаешь. Но сейчас я стал понимать, что какие-то фрагменты мне нужно проверять, как проверяют комики. Это то, чему я учусь у комиков. В твоем случае читаю. Я читаю людям. И смотрю на реакции, или выбираю референтную группу, рассылаю фрагменты, отдельные сцены, чтобы мне писали, я отправляю тем, кто мне реально пишет. Потому что белорусы ленивые или любопытны в том, что они не любят чужое творчество. Да, но тут, знаешь, я подумал, какая может быть проблема. Когда мы проверяем наш материал, мы же, как правило, делаем это на незнакомых людей, и если что-то не работает, мы можем позлиться на зал, подумать, там зрители не такие. А ты отправляешь знакомым, и это не сказывается на межличности. Это самые жесткие критики. Самые жесткие критики. Потому что они считают, что они имеют полное право сказать тебе, что это говно, и это говно. Поэтому определить свою референтную группу — это длинная история. Да, вот ты выбираешь по одному человеку, и потом эти люди становятся твоим золотым фондом. Потому что они могут тебе сказать, старик, тут было не смешно, здесь не грустно, а здесь я не заплакал, а надо. Нужны именно такие люди, которые не побоятся, потому что могут какие-то, как чат GPT говорить, это это просто невероятно, мир не достоин такого творца, как ты. Да, ты как пользуешься чатом GPT? Слушай, я иногда какие-то векторы прошу ему дать. То есть, если я, например, хочу условно, у меня там произошла какая-то ситуация, связанная с деньгами, я хочу про это что-то написать,
И вот я что-то сам расписываю, бросаю ему и говорю, какие векторы вообще, дай мне направление. То есть я не прошу его конкретные шутки придумывать или там, не знаю, что-то там до меня докручивать в плане юмора. Но векторы он дает хорошие. Он говорит, там можно вот пошутить там про дачу в долг, не знаю, про то, как потом просишь вернуть долг и такое. И вот из этих векторов я уже дальше тоже сам развиваю. Вот в этом плане он мне полезен. Всегда по поводу стендап-комиков у меня всегда мысль, куда они идут, да, то есть, объясню. Вот он движется, человек движется, ты молодой человек, 37, сколько там? Ты молодой человек. 37. Ты рефлексируй. У тебя сейчас самое время рефлексировать по поводу мира вокруг. У тебя уже есть опыт, еще нету маразма, без деменции можешь разбираться с этим. Хотя я тебе скажу, что стендапер с деменцией — это тоже дико интересная история. Ну да, это тоже персонаж. И вот у меня вопрос. Куда ты идешь? То есть ты понимаешь, ты себя представляешь, у нас не так много комиков в мире, я не про мир говорю, которым там за 60. Они как правило, не комики уже, то есть они, как правило, там продюсеры, режиссеры, актеры, кто это сам. Вот ты как представляешь, что дальше? Слушай, я на самом деле не уверен, что даже знаю ответ именно куда я иду. Я, знаешь, как самурай. Нет цели, только путь. То есть я наслаждаюсь в процессе. Есть же там пример, не знаю, условного Карлина, который выступал там до своей кончины. Абсолютно. И выходил в 80 лет. Вот. Я не думаю, что я так буду, но пока как бы я наслаждаюсь тем моментом. Да, тем путем, которым иду, и каких-то далеко идущих планов на этот счет не строю, хотя, возможно, ты прав, что, может, стоит и задуматься о чем-то таком, о какой-то форме, которая была бы квинтэссенцией, знаешь. Просто у меня ощущение, что, может быть, знаешь, это может быть работать не так, что ты там выберешь форму стендапа какую-то, а что ты выберешь вообще маршрут. Что ты, может быть, сейчас будешь учиться тому, что тебе пригодится потом. Может быть, так это работает? Да, мне очень понравилась, кстати, вот эта мысль про то, что никогда не поздно учиться, и что это есть, я сейчас даже замечаю, это у очень молодых комиков, что они вот приходят, и они такие, да что вы мне там рассказываете, какие-то советы даете, я все и сам знаю. И это где-то тоже настораживает, что, с одной стороны, это круто, такая уверенность в собственных силах, но с другой стороны, все равно взгляд, там, не знаю, сбоку тебе все равно нужен. Сейчас я слушаю практически каждый день что-то новое. И, ты знаешь, недавно я послушал 2 человек с их воззрениями и с их какими-то такими коучевскими историями. Это были Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. И я офигел. То есть ты вдруг понимаешь, что ребята, это настолько умные люди, они настолько предлагают крутые алгоритмы, что этому надо учиться. То есть что это... А ведь стереотип-то был, Стереотип, да, что качки... Там смешно. Я говорю, потом уже пост, ты понимаешь, что... Слушай, успокойся. Они достигали того, чего достигли там единицы в мире, поэтому все немножко не так. У меня, в отличие от тебя, ты еще не думаешь. А я, например, думал, вот если бы я сейчас, в нынешнем возрасте, решил делать стендап, отказаться... Меня, правда, ждет вторая история моего моноспектакля, уже после моего выезда из Беларуси, и там... своя история. Но я даже допускал себе, а вот что, если бы я сейчас занимался стендапом? И я понял, о чем он был. О чем? Вот о том, что ваше поколение не застало в жизни, а я застал. Начиная вот от проводных телефонов, от мозоли на пальце, когда его набирают. Вот, потому что подталкивает вот эта идеализация. Знаешь, когда сейчас рассказывают, как там было классно, это, я говорю... Там был такой смешной ад, блин. Ну, прикольно, потому что я тоже в последнее время, в том числе, вижу, как меняется мое творчество, потому что вот если ты говоришь про этот стендап, который бы был близок тебе, и он бы был близок
людям плюс-минус своего возраста, потому что это все было очень узнаваемо. Очень... Да, но он был бы близок и людям молодого Да, возраста, потому что они бы ты... для себя открывали какое-то адище, которое они идеализируют сейчас. Да, и вот я вижу на примере своего творчества, что хочется, знаешь, тоже говорить о проблемах вот 35 плюс летних, потому что плюс-минус я вижу по своим друзьям, что они там многие проходят через все эти кризисы среднего возраста, знаешь, предназначение, кто я, где я, чем хочу заниматься. И это самые кризисы, вот это же, собственно говоря, вот твой период. Я помню этот период у себя, а это ад реальный. Я, знаешь, недавно услышал прикольную фразу: кризис среднего возраста — это кризис всего среднего в тебе. И меня вот она как-то так зацепила, что я вот понимаю, да, что я вот так задумаюсь, думаю, ну здесь как-то я, ну да, неплох, но и не прям хороший. Как-то вот это меня так, знаешь, мотивирует и подталкивает работать. Я, знаешь, когда я проживал свои-то кризисы, которые ты с каждым вот этим, особенно это же мужчина, это очень связано с юбилеями. 30, 40, 50, 60 это все время адище какое-то, да? И я спрашивал многих женщин, и они этого не понимают. То есть почему, собственно, это... И я потом для себя понял, что, может быть, это связано с тем, что нам детородная функция не дана, и мы не можем нарадоваться вот в детях так, как радуется в этом женщина, да? Что она его вот родила, и вот он растет, и он становится человеком. А у нас это, нам же хочется еще в профессии как-то реализовываться. И как бы мы ни реализовывались, нам все равно мало. Все равно. 100%. И я понимаю, что, вот это как только круглая дата подходит, ты такой, ну все. Я ничего не добился. Да, накатывает. Это ужасно на самом деле. И это тоже тема. А еще я все ждал, когда я в твоих стендапах услышу что-то про хоккей. Слушай, да я, на самом деле, у меня были шутки, но видишь, какая-то такая история, которая... Мне кажется почему-то, что вот она будет понятна только очень узкому кругу там спортсменов, которые там проходили через Никогда какие-то... так не думай. Да, а вот когда разговариваешь с микробиологом, и ты такой постепенно так... Реально? Как вы там это у вас... Вот на твоем месте сидел такой... Стас Соловей, это выдающийся белорусский гинеколог. Я слушал его и наслушаться не мог, потому что, кажется, ну уж где я, где гинекология, да? Но ты понимаешь, что ты там не понимаешь. Когда я... И учитывай, у меня, допустим, там, у меня 2 дочери, но у меня был бы сын. И я бы решал, там, куда его отдать, какой вид спорта и прочее. Да я бы тебя слушал бы про хоккей, а если бы ты еще про это шутил, то я бы было бы что-то там... Я бы трезвел потихонечку. Потому что... Учитывая, что когда мы ничего не знаем про что-то, это наша проблема. То есть, как только... Я сегодня у тебя спрашивал про хоккей. Я дофига чего не знаю. Я даже не знаю, как работают эти полупрофессиональные или непрофессиональные лиги. Я не понимаю, куда дальше идти. Насколько это кайф, который как бы ты проживаешь. Ты ведь его проживаешь, ты играешь в хоккей, ты проживаешь офигенный кайф. Да, но ты видишь, ты все равно бывший спортсмен, ты человек, который интересуешься спортом в принципе, и поэтому тебе все-таки эта тема достаточно близка. Если бы я был вообще не спортсмен, то меня бы еще больше интересовало, потому что я вообще про это ничего не знаю. А человек собирает баул и едет куда-то в Минск-Мазовецкий, и там играет. С чего, да? Блин, интересно. Мне всегда казалось, знаешь, что иногда некоторые люди такие... ой, спорт, это вообще, знаешь, как некоторые люди там, политика, не мое, ничего про это не хочу знать. И потом имеем то, что имеем. И вот так у меня такое представление о спорте, что, знаешь, многие люди такие, да, спорт, занимайтесь, вам нравится, я вон пивка лучше попью. Ты еще в шахматы играешь? Да. Но вот тут как раз еще альянс шахмат и хоккея, поверь, это тоже интересно. Есть, знаешь, шахбокс, знаешь про этот вид спорта, где они 5 минут боксируют, можно ввести шах-хоккей, где они сначала булиты пробивают, а потом еще... Да. Белорусский стендап, вот то, что сейчас мы не берем только локал, да, вообще, это все-таки некая развивающаяся история, которая может куда-то привести, или это такая в себе замкнутая субкультура, к которой кто-то примыкает в качестве зрителя, отмыкает, да, то есть вот, что это сейчас? Хочется быть оптимистом и думать, что все-таки это то, что
может иметь какое-то развитие и завоевывать новую аудиторию, но я понимаю, что в эмиграции все равно достаточно ограничен, знаешь, какие-то рамки ограничены, и все-таки белорусский стендап без, в том числе, стендапа в Беларуси, он невозможен. Понятно, что продолжают комики выступать и внутри Беларуси, но сам понимаешь, в каких они условиях, где они каждый текст должны согласовывать. Да. И это... Да и страшно, ты не знаешь, где ты не согласовал и полипал. И как оно, выльется. И поэтому... Здорово, что это не потухает сейчас в Беларуси, что это развивается в эмиграции, но я думаю, что для там полноценного какого-то, знаешь, наполненной жизни этого жанра все равно нужно его существование неограниченное и внутри Беларуси. Знаешь, я учился в том заведении, которое, в принципе, для белорусского стендапа сделало, конечно, невероятно. И Нархоз, да, и оттуда и Слава Комиссаренко, и Ваня Усович, там пробовал всех. А до этого со мной вместе учились, это были Ваня Кравцов, отец, Женя Кравцов, который там создал свой мини-театр, и его Пучинский, который с ним вместе работал. И это был такой очаг, который очень сильный импульс давал. Я вообще в этом случае знаю, кто сейчас является у нас таким гуру стендапа. Кто? Это единственный в Беларуси Талыш. Да, Идрак... Это, знаешь, я говорю, даже если бы Идрак был плохим комиком, а он комик очень хороший, то ему уже я бы поставил памятник за то, что он объяснил белорусам, кто такой Талыш. Да, что мы познакомились. На самом деле, это потрясающая история. Да, в этом плане Идрак, я согласен, что он классный пример для комиков, вот как сохранять независимость мышления, то есть он всегда шел как-то наперекор какой-то системе. И вот это развитие, то есть когда ты выходишь, у тебя получается конфликт там в соседней стране, ты объясняешь, что вообще-то ты белорус, при этом ты талыш, и ты начинаешь работать на белорусской мове. И вот эта последовательность, она очень ценна, да? Да. И на самом деле он как раз из тех, по-моему, тоже комиков, которые могли бы успешно работать в комедии как сценаристы. А ты знаешь, я думаю, что он создаст точно. Я уверен, что, во-первых, он еще достаточно молод, и у него тоже очень большой опыт, когда вот он жил в Москве, они делали стендап-клуб номер 1, он там был креативный продюсер, разные жанры. И я вижу, что в Идрак, что ему точно тесно только в жанре стендапа, и поэтому я, можно сказать, даже не сомневаюсь, что он еще что-то или напишет, или снимет, или сыграет. Что сейчас вовлекает белорусов в стендап как участников стендапа? Как стендап-комиков? То есть что может подтолкнуть? Только локал? Да нет, не только локал. То есть, я думаю, если у человека действительно есть желание, что он будет пробовать себя и в разных ипостасях на сцене. Может, даже не начнет не как стендап-комик, не знаю, как какие-то песни петь, да, а потом придет в стендап. Да. Или, не знаю, там, начнет выступать с моноспектаклем. Я думаю, все это исключительно вопрос желания и мотивации. Ты же смотрел продукты, кинопродукты Луиса Сикея? Да, конечно. Он очень хороший актер. Да. Реально очень хороший актер. Когда они сыграли Хорас и Пит со Стивеном Бушеми, я, честно говоря, у меня был шок. Я несколько раз пересматривал несколько серий. И я пытался понять, каким образом была выбрана тональность этого юмора, то есть который был, когда вдруг в третьей серии вначале возникает женщина, которая просто в экран вот так говорит монолог, 20 минут. Да, сильно. Я не понял вообще, почему я это смотрю и не могу оторваться, да. А я понимаю, что это был вызов, который они решали, да. Но это немножко специфическая история. И вот у меня ощущение, что на сегодняшний день могут белорусские комики, в случае, если бы они хотели образовываться, то они могли бы шагнуть очень серьезно даже относительно русских комиков. И у меня ощущение, что если сломать вот эту модель,
то мы можем увидеть очень серьезный скачок, учитывая, что белорусы сейчас интегрированы в разные страны мира, и для них институционально открыты очень многие возможности. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что это и то, что это симбиоз и природной скромности с одной стороны, мол, ну куда я, где я, кому я нужен, а с другой стороны и какое-то такое предубеждение, что до чему меня научат, условно. То есть я сам знаю, что, ну вот я говорю, и на своем примере, и на примере каких-то молодых комиков, и я раньше такой был, что в какой-то контркультура, что да я сам знаю, как надо, и не нужны мне никакие советы, а те советы... Я уже 14 раз выступил. Да. У меня уже за плечами 4 выступления. Меня поражает, вот есть комики появляются в локале, которые там пришли на 3-4 открытых микрофона и спрашивают, когда меня на платные вечеринки уже будете ставить, я уже слишком хорош, чтобы выступать за бесплатно. У тебя уже выступление там что-то скоро, 1000 уже будет, нет? У меня уже 1000 есть даже. Есть, ну, да? за всю мою историю уже больше. Где-то около 1300 даже. Сколько ты будешь от спешала до спешала может проходить времени? Я думаю, у каждого индивидуально. То есть в Америке там были примеры, где 20 лет человек не записывал спешл, а потом записывал, и зал хором повторял эти шутки за ним, потому что уже это... Но вообще, как, например, там Сикей в самые продуктивные годы, там Шапел тот же, ну Шапел даже чаще, ну раз в год считается... Шапел иногда, по-моему, даже 2. Да, он, ну у него когда контракт с Netflix, такие деньги, я бы и 3 выпустил, и 4, если бы надо было. И уже не спал, а писал, да? Да, ну вот раз в год когда-то считалось нормальной практикой, что вот... Просто сейчас все-таки в эмиграции чуть сложнее набирать количество на эти выступления. Да. Условно, когда я там жил в Киеве, у меня могло быть там и 2, и 3 выступления за день, а в неделю там могло быть и там 15-20. Тут, конечно, эти 15-20 ты хорошо, если за месяц наберешь. У нас есть принцип, что человек-гость задает вопрос следующему гостю. Но в этот раз у нас вопрос задал человек, который выиграл конкурс. То есть наш зритель. Зритель в комментариях. И он, да, в комментариях. И за что он получает приз. И вот он что спросил. Свобода выбора или судьба привела вас туда, где вы сейчас? Ничего себе, как его зрители. Ну, хотелось бы думать, что свобода выбора. То есть, мне кажется, я поступал всегда, ну, не всегда, но по большей части, так, как я считал нужным. Я в последнее время точно пришел к тому, что пускай я могу и ошибаться при определенном выборе, но это будет мой выбор. Теперь 5 советов молодым комикам. Прислушиваться к себе, делать то, что нравится тебе, а не идти на уступки зрителю. Побольше практики, набирать те самые 100 тысяч фотографий, 10 тысяч часов, какую хотите ту теорию выберите. Не лениться, поддерживать нетворк. В эмиграции это особенно важно. Все-таки как-то сплочаться, а не быть таким одиноким, непризнанным художником. Теперь я свои дам 5, которые будут касаться не только молодых комиков, но и вообще творческих людей за границей. Мне кажется, что как раз у нас получится с тобой 10 любопытная. Первое, развиваться не только в той сфере, в которой вы развиваетесь, но и осваивать все возможные смежные сферы. Второе, как сказал Макс, только еще больше развивать свою коммуникативность, потому что коммуникация – это самый важный компонент в современном мире. Если вы общаетесь, вы продвигаетесь. Третье – не быть скромными, потому что скромность в искусстве – это путь к безвестности. А четвертое – быть невероятно трудолюбивыми. Как сказал Мстислав Леопольдович Ростропович, талантливых дохера, трудоспособных мало. И пятое – это учитесь, учитесь и учитесь. Только не то, вот как Ленин говорил, учиться, учиться и учиться, но у нас было в детстве написано на пеналах. Потому что продолжение этой фразы учиться, учиться и учиться коммунизму настоящим образом. Так вот этой херне учиться не нужно. Нужно учиться чему-то, что вас продвинет вперед.
И последний к тебе вопрос. Что для тебя вкус счастья? Мне понравилось, как как-то, не помню, кто из гостей твоих сказал, что все-таки детство — это такая сказка об утерянном рае, знаешь, о каком-то таком счастье без причин. Безоговорочном счастье, да. Поэтому... Вот, я подумал, конечно, о блинчиках, но я подумал, что и я помню, что многие их называли бабушкины какие-то блинчики, а я скажу про клёцки. Потому что клёцки для меня были знаком, что соберется большая компания у нас дома или у нас на даче, что придут гости, придут, может, какие-то родственники или друзья семьи. Ты будешь клеить ухо, подслушивать. Да. И вот я помню такой огромный, я уже не помню, как называется, ты, может, Коля, помнишь, такой, как... ладья такая металлическая. Да. Гусятница или гусятница? Да. Или гусятница. И вот в ней варилось огромное количество клёцок, и потом или со сметаной, или с молоком. Я вот помню, обожал с молоком. Я ел эти клёцки, была большая компания. Это, знаешь, очень, конечно, так ностальгично и согревает. Спасибо, дорогой. Я всегда тебе рад. И Спасибо, надеюсь, взаимно. что ты здесь не последний раз, тем более для тебя это привычное место. Спасибо. Я тоже рад. И еще очень вкусно поел запеканку. Спасибо. Когда к тебе в гости приходят такие люди, у тебя на весь день остается хорошее настроение, потому что за что я люблю Макса, за то, что он всегда позитивен. Он позитивен, когда проживает любые фрагменты в своей жизни, сложные или несложные. И на самом деле нам это то, чему нам нужно учиться. Потому что мы пытаемся иногда находить проблемы там, где их нет. Где они лишь то, что мы себе придумали. Поэтому, уверяю вас, у нас проблем в жизни гораздо меньше, чем вы себе думаете. И если вы меня потеряли, проснулись, например, утром в субботу, меня нет, то, включите просто свой компьютер. Я там, здесь на кухне. Здесь на кухне со мной кто-то из гостей. И он вам расскажет что-то интересное. А я ему в этом помогу. Или если вдруг меня нет на кухне, значит, я где-то в каком-то городе собираю для вас интересную информацию, чтобы рассказать вам о том, что там происходит. Не забудьте подписаться на канал, если для вас это безопасно. Поставьте лайк и напишите мне о том, как вы боретесь с плохим настроением. Для меня это очень важно. Ведь настроение должно быть хорошим, даже когда вы едите лимон.